Салам алейкум, дорогие мои подписчики. Я хотела рассказать вам о своем ребенке. Моему ребенку было 1,5 годика. Она уронила моего телефона, которого я купила за $200. Это был 2010 год. Я купила, а моего ребенка 1,5 годика, но 2013 год она уронила. Ну, спустя 3,5 года, да, уронила телефон. Я телефон положила на стиральную машину и в кухне и начала помыть посуду. Поворачиваю, она это уронила телефон внутри, это ведро воды. Ведро воды я взяла, хотела как это пойти, как это... Для чего я взяла, я это воду не помню. Полоскать что-то, помыть что-то. Помыть полы я взяла воды. Да, вспомнила. А поворачиваю, она уронила телефон и сидит, играет телефоном. Я говорю, что ты сделала? Она говорит, вот, мама, говорит, уронила. Я говорю, молодец. Вот смотрите, если я не была бы это религиозная, это мусульманка, если бы я была при гневе, я взяла бы, била к ребенку, ругала бы, кричала бы на него. Я как мусульманка что сделала? Я сказала, молодец, умничка. Играй, говорю, дальше. Она играла телефон, потом она бросила и ушла. Больше не интересовала. Я взяла телефон, открыла, стояла, что ли, высушила. Все, пошла, потом следующий день, потом пошла какая-то мастер. Мастер сказала, что все, телефон уже не можем восстановить его. После этого я решила купить телефон. Это простой, кнопочный телефон я купила. С этого момента 1,5 года ребенка до того, что она пошла в школу, до 6,5 года. Вот 2,5, 3, 4, 5, 6, 5 лет я ходила с кнопочным телефоном. Я своему ребенку не купила ни планшета, ни это у меня телефон, интернета не было. Даже телевизор, до телевизора она только смотрела, мультики телевизора смотрела это дома. И мы больше это гуляли на свежий воздух. И везде как это, на природу, на реку, как мы пошли, я ее взяла, это купаться. Везде, короче, мы побывали, телевизор, редко она тоже мультик смотрела. А вот этот планшет я ей не купила. Планшета моего ребенка не было. И нет, не было, это не купила это ни разу ей. А вот кнопочный телефон я потом поменяла до ее школы. А в школе потом я купила телефон с интернета, потому что у нас это в школе же группа школьная будет. Вот так. Да, ребенку в садик я возила, ребенку я занималась. Я время с ребенком как это проводила. Больше времени. Она со мной, я с ней. Потому что она что не сидела это планшета с телефоном, что потом она не стала, как нервничала. Потом это мама, сейчас мой ребенок спокойнее, потому что я вот так это... Я не кричала, не орала, не ругала ее, что почему тебе мой телефон это уронил. Я виновата. Я же телефон оставила, как это, возле нее. Она какая-то находка нашла и взяла вот. Мой телефон, как она испортила, при этом она не виновата. Ребенок не виноват. Ребенок всегда не виноват. Всегда мы, взрослые, виноваты. Всегда. Перед это наша религия ислам, перед нашей это светский это закон тоже. Поэтому мы должны как это берегать этого ребенка, что опасно для ребенка, что если сделала, нарушала это что-то, вот, уронила мой телефон, я не имею права ее ругать, не имею права на ее руку поднять, не имею права кричать на нее или напугать ее. Потому что это я знаю, что противопоказано, я держу гнев при себе. Потому что пророк Мухаммад говорит, что самый лучший из вас, кто при гнев держит в себе. Вот так стоишь и говоришь «Ауду билляхи мин шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим». И суру читаешь, и молитвы читаешь, что внутри твой эго, что это тебе как это не действовало на тебе. Вот так я взяла ребенку, обняла и сказала, молодец, умничка, поцеловала, и она ушла. И я взяла телефон, я говорю, все, Фируза хана, телефон. Поэтому мы не должны ребенку, мы виноваты это, всегда мы виноваты. Что бы ребенок ни сделал, мы виноваты. Поэтому мы всегда должны как это беречь ребенку, как это подальше поставить это, что опасно ребенка, чтобы не уронила наши драгоценные вещи, правильно? Подальше от ребенка это держать, выше как это поставить куда-нибудь, как спрятать это, где, чтобы ребенок нашел. Кроме этого, иначе ребенок берет, все делает, а потом мама, которая
не может держать гнев при себе и бьет, и ударит, и как это угрожает, и кричит на ребенка, и как это посылает ребенка, что угодно делает с ребенком. Это же ангелочка ребенок. А потом растет ребенка, потом будет не любить папу, маму, ненавидит потом папу, маму. Да? Ребенок получает в этот момент маленький, да, детские психологические травмы получает. А потом на всю жизнь у нее это остается, это травма в голове, что вот моя мама избила меня за какой-то телефон. Телефон можем найти, купить, а здоровый ребенка же не можем нигде купить. Здоровый ребенок где не продается. Когда ребенок травма получается, можем заменить с чем-то, деньгами? Не можем. Поэтому давай будьте это умнее, будьте разумнее, что держать при себе этот гнев. Потом результат получаете, когда ребенок растет, где-то 18 лет. Потом уже получаете, что ребенок вас будет любить, уважать и будет наслаждаться. Вот я после 18 лет я стала любить папу, маму. Всегда думала о папу, маму, что как это заканчиваю университет, возвращаюсь к папу, маму. Мне предлагали остаться в Судане. Я сказала, нет, я возвращаюсь к папу, маму. Потому что они дали мне любовь, они ласка, я получила от папы, мамы. Я возвращалась к ним. Вот результат внимания, заботы, любовь к своими детьми. Результат получаете после 18 лет, иншаллах. Благодарю за внимание.